Тере. Сегодня опять будем говорить о числительных. Как сказать, первый этаж или 21 этаж? Ну, для начала давайте вспомним, как сказать вообще первый, второй, третий. Наверное, вы помните, что это звучит как esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, üheksas ja 10. И в падеже омастов во втором мы добавляем, как правило, «нда», и в падеже осастов мы добавляем «дат». То есть «kümnes», «kümnenda», «kümnendat». Или «üheksas», «üheksanda», «üheksandat». А как мы говорим дальше? У нас получается 11-й, да? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Что мы делаем дальше, когда у нас пошли двадцатки? Как будет 20-й? 20, 30, 30. А как будет дальше образовываться? 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ja 39. Я думаю, что вы уловили и поняли, как образовываются эти порядковые числительные. И, вернее, вспомнили, как они образовываются. Теперь скажем, это первый этаж. Se on esimene korrus. Это 23 этаж. Se on 23 korrus. И вот теперь очень важная вещь. Давайте определимся с вами, как сказать на первом этаже или на 23 этаже. Все достаточно просто. Надо просто прибавить к второму падежу омастов окончание «л». Допустим, вы хотите сказать «я живу на первом этаже». Вы говорите на эстонском «ma elan esimesel korrusel». Значит, esimene мы поставили в падеж омастов, получаем esimese. Korrus, korruse добавляем к одному и к первому и ко второму слову окончание «л». И получаем «ma elan esimesel korrusel». Я живу на втором этаже. «Ma elan teisel korrusel». Я живу на третьем этаже. Ma elan kolmandal korrusel. Я живу на 11 этаже. Ma elan 11. korrusel. Или на 21 этаже. Ma elan 21. korrusel. Видите, 20 оставили «л» сюда, не добавляли. 21. korrusel. Я живу на 22 этаже. Ma elan 22. korrusel. Я живу на 23 этаже. Ma elan 23. korrusel. С этим все понятно. Но часто возникает путаница, когда надо сказать
один этаж, а когда сказать второй этаж. Вернее, когда сказать один этаж, а когда сказать первый этаж. Или сказать 2 этажа, или сказать второй этаж. Давайте сравним, на примерах будет более понятно. Üks korrus, один этаж. Kaks korrust, 2 этажа. Kolm korrust, 3 этажа. 12 korrust, 12 этажей. 24 korrust, 24 этажа. 31 korrust, 31 этаж. Но при этом esimene korrus, первый этаж, teine korrus, второй этаж, kolmas korrus, третий этаж, 12. korrus, 12 этаж, 24. korrus, 24 этаж, 31. korrus, 31 этаж. При этом обязательно обращайте внимание, это такая подсказка, намек, шпаргалка, на наличие или отсутствие точек после числительного. Если нет точки, то это страшное слово, но количественное, числительное, то есть 1, 2, 3, 5, 10 и так далее. А если точка стоит, то это порядковое числительное, то есть первый, второй, третий и так далее. Посмотрите. Me töötame temaga ühel korrusel. Точка не стоит. Это значит, что мы работаем с ним на одном этаже. Теперь точка стоит. Значит, мы читаем Me töötame temaga esimesel korrusel. Мы работаем с ним на первом этаже. Давайте еще на всякий случай повторим и посмотрим на разницу на примере картинки. Посмотрите, я думаю, что если вы внимательно приглядитесь, то все обязательно получится, вы все поймете. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. Kõike head!